السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا. Аллах пусть будет доволен каждым из нас, что мы ради довольства Всевышнего пришли к Нему в дом, потому что мечеть — это дом Аллаха, и совершили ночную молитву у Него дома, потому что та же молитва, которая совершается в доме у человека, она получается дешевле, если так можно сказать, в 25 раз, да, 27 раз. Если ту же молитву, тот же намаз, если мы совершим джамаатом у Него дома, то, иншаллах, мы получим аджр, награду и пользу от этой молитвы, иншаллах, дороже в 25 раз, 27 раз. Вот если человек что-либо продает, и у каждого продукта есть своя цена, да? Человек продает, например, картошку, он выкопал с огорода, у него ведро картошки стоит, ну, так скажем, 100 рублей, да? Он никуда не ходит, ему этого хватает, и он продает, люди приходят к нему, за 100 рублей берут у него картошку. Но кто-то к нему подойдет и скажет: ты, говорит, глупец, почему ты, говорит, так дешево продаешь картошку? Он говорит: почему? Вот же 100 рублей. Это же ведро можно продать, но не здесь, а на той улице, в 27 раз дороже. У тебя тоже ведро, ту же картошку, без какого-либо обмана. Ты вот возьми, не поленись, набери мешок, положи в багажник, и вот 500 метров, или километр, или 1,5 километра, вот ту же картошку ты попробуй там продать. И ты продашь дороже в 27 раз. Вот какой разумный человек будет продавать его здесь, да, за 100 рублей, когда можно продавать за сколько? За 2700. То есть это дунья, братья. Вот ради дунья мы пойдем куда угодно, поедем. А здесь Аллах торгуется с нами. Вот эта милость Аллаха по отношению к нам. Он торгуется с нами. Он говорит: совершите намаз. Можете у себя дома, а можете у меня дома. Но я куплю тот же намаз у вас, но в 25 раз, в другом хадисе, в 27 раз дороже. То есть, иншаллах, в судный день за тот же намаз, вот ночной намаз, мы получим награду, аджр, в 25 и то в 27 раз дороже. Это милость Аллаха. Вот мы не хотим торговаться с Аллахом. Аллах торгуется с нами. Он предлагает нам заработать тем же, но больше. А что касается дунья, мы готовы. Мы готовы. Что, через улицу нельзя, что ли, проехаться? Можно в другой город, в другую страну мы готовы. Если хоть сколько-то нам дадут больше. Поэтому, а вот здесь аджр, милость Аллаха, альхамдулилля, доступна, но мы не ценим эту милость. Асбабуль магфира, причины прощения грехов. И сегодня мы с вами, иншаллах, я надеюсь, если на то будет воля Аллаха, мы с вами завершим фадаилюль магфира, то есть превосходство, достоинство магфира, то есть прощение грехов. И следующий наш пункт, следующее превосходство, достоинство, суалю шухада аль-магфира. Шухада, то есть те, которые пали на пути Аллаха, шахидами, даже они будут у Аллаха просить прощения. И сурат Таха, в 73-м аяте Всевышний говорит, Всевышний приводит нам слова чародеев, колдунов фараона, которые приняли ислам, приняли религию Муса, алейхиссалям, и покаялись перед Аллахом. И вот мы помним случай, вообще, если так посмотреть, издревле цари, они всегда прибегали к помощи чародеев, колдунов, и мы знаем, что была целая наука, сихр, да, колдовство, были
были специалисты этой науки. И вот фараон, чтобы держать народ в страхе, и чтобы народ обожествлял его, он, даже, если я не ошибаюсь, он приказал собрать 40 юношей молодых и отдал их на воспитание самым лучшим колдунам, самым лучшим профессионалам. И требовал от них, чтобы они научили вот этих учеников, 40 юношей, такому колдовству, которого никто никогда не видел. Поэтому действительно у него были колдуны. И когда пришел Муса, алейхиссалям, ему пришлось выступить против всех этих чародеев. То есть против этих профессиональных колдунов. И мы знаем, что, альхамдулилля, даже если сначала, когда он увидел силу этих колдунов, когда вот эти веревки превращались в змей, но это был обман. На самом деле веревки не превращались в змей, потому что они не в состоянии, колдуны, превратить в какую-то веревку безжизненную, да, в змею, которая имеет свой организм, свою душу. Это был обман. Потому что сихр в основе это обман был. И вот, когда он увидел, даже Муса, алейхиссалям, испугался. Даже он испугался. Потому что действительно это была сила, да, и народ пугался этого. И Аллах Тааля сказал, и внушили мы ему, ля тахаф, то есть не бойся, а брось то, что у тебя на руке. И тогда вот этот посох, деревянный или какой-то посох, он действительно, на самом деле, мы знаем, он превратился в змею. Так ведь? Это не иллюзия была, это не был обман. И получается, вот эти колдуны, профессионалы своего дела, они с профессиональной точки зрения, они увидели, что это не колдовство. Это не колдовство. И Аллах Тааля показал им знамение, свое величие, и Он доказал им, что Муса, алейхиссалям, он не колдун, он не один из них. Он действительно посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И Аллах Тааля тем самым переломил вот этот куфр, который был у них. И мы знаем, что до этого состязания, да, между Муса, алейхиссалям, и чародеями, фараон сначала обещал им великие награды, если они одержат веру, и также он им пригрозил, что он их обязательно убьет, накажет, расчленит и так далее, и так далее. Но когда они увидели истину, они не побоялись наказания фараона, и они обратились к Аллаху. И вот Аллах Тааля приводит их слова. «Факаля аль-барарату инда фатлихим». И автор книги приводит такие слова, говорит, что вот эти чародеи, перед тем, как они же поняли, что они обязательно сейчас понесут наказание, что фараон их казнит, они сказали: «Инна аманна би раббина». Воистину мы уверовали в нашего Господа, не в фараона, в нашего Господа, лиягфира лана хатаяна, чтобы Он простил нам наши грехи. Чтобы они пришли, они приняли веру, они вернулись, покаялись и сказали: мы уверовали в нашего Господа, чтобы Он простил нам грехи. «Вама акрахтана алейхи мина сихр, валлаху хайрун ва абqa». И вот как бы их фараон не пугал, не грозился, они сказали: «Валлаху хайр». Аллах лучше. И мы выбираем кого? Мы выбираем Аллаха. Мы выбираем истину. «Ва абqa». И Аллах Тааля, Он, получается, абqa, Он вечный. И даже если мы понесем наказание Аллаха вечное, а наказание фараона, оно временное. Это сура Таха, 73 аят. И другой аят, сура Паяты, 51 аят, Аллах Тааля сказал про них: «Инна натмау ан ягфира лана раббуна». Мы жаждем, то есть мы сильно хотим, желаем, ан ягфира лана раббуна, чтобы Аллах, наш Господь, простил нам наши грехи. Ан кунна ауваль муминин, и потому что мы самые первые, кто уверовал. Потому что мы самыми первыми, кто уверовал, и чтобы Аллах, мы желаем
всем сердцем жаждем, чтобы Аллах простил нам наши грехи. Поэтому они погибли на пути Аллаха, они приняли эту смерть, но они просили перед этим у Аллаха прощения за их грехи. Вот это тоже показывает достоинство прощения, магфира. Также идем дальше. Следующий пункт. Достоинство прощения. Суаль уляль альбаб валь мутахаджидина аль магфира. Улюль альбаб, то есть обладатели здравым умом, обладатели разумом и те, которые выстаивают ночные молитвы, они просят у Аллаха прощения. Всевышний говорит, сурат Аль-Имран, 190-193 аяты. Аллах Та'аля говорит, «Инна фи хальки самавати валь ард», воистину в сотворении небес и земли, «Вахтиляфи лейли ван нахар», в смене ночи и дня, «Ля аят», есть знамение. То есть знамение – это мудрость Аллаха, это сила Аллаха, это мощь Аллаха, это чудеса Всевышнего Аллаха. То есть Аллах Та'аля говорит, в сотворении небес и земли, то, что Аллах Та'аля вот сотворил такие небеса, сотворил землю, планеты, звезды, солнце, луна и так далее, и так далее. «Вахтиляфи лейли ван нахар», и то, что Аллах Та'аля меняет ночь на день, день на ночь, смена дня и ночи, «Ля аят», воистину в этом есть знамение. Для кого? «Ли улиль альбаб», для обладателей разума. То есть, кто имеет альбаб, аллюб, то есть, ученые говорят, это здравый рассудок. Человек, который не потерял здравый рассудок, он обязательно должен видеть вот во всем этом знамение Аллаха. Но просто обладать разумом, этого недостаточно. Если бы просто нужен был разум, найти истину, увидеть Аллаха, увидеть Его мощь, сегодня все бы ученые, астрономы, все люди, которые изучают, профессора, ученые, которые изучают Вселенную, они бы, наверное, все сегодня пришли бы к Аллаху. Да? Никто бы атеистом не был. Я когда поступил в мадраса учиться, мне тогда еще 15-16 лет было, и когда вот я прочитал эти аяты, я вернулся к себе, в деревню, и пошел в школу учить уму-разуму, учителя биологии, физики. Я прямо ему объяснял, я помню, мне 15 лет, да, я ему объяснял, ну как вы можете не верить в Аллаха, вот же солнце, вот же небеса, они смотрят на меня, как на дурачка, да, ну, и потом все-таки успокоила меня учительница физики, да, и говорит, ну, нас, говорит, вот так однобоко учат этому, говорит, поэтому мы все это изучаем, ну, говорит, над этим не размышляем, да, ну, вот признали они все-таки, что не размышляют. И вот Аллах Та'аля говорит, для обладателей разумом знамение. И вот потом Аллах Та'аля описывает этих обладателей разума. Не просто обладатели разума, аллазина язкурун Аллах, обладатели разума, которые поминают Аллаха. Которые поминают Аллаха кияман, стоя, ва курудан, сидя, ва аля джунубихим, и на своих боках, лежа, ва ятафаккарун, и размышляют. То есть человек должен размышлять. Если Аллах тебе дал руки, субханаллах, нужно использовать эти руки. Так ведь они должны работать. Если Аллах дал тебе ноги, ноги должны работать. Если Аллах дал тебе глаза, не надо их вот так завязывать и ходить как слепой. Надо их использовать. И Аллах Та'аля, если дал человеку разум, то ислам никак не борется с этим разумом. Ислам нигде не говорит. Вот многие ученые, они осуждают ислам, осуждают религию, то, что религия останавливает разум, что здесь нельзя думать, да. Аллах Та'аля говорит, «Ваятафаккарун», и они размышляют. Человек, чтобы размышлять, он должен использовать свой разум, свой ум. Поэтому не надо отказываться от разума. Наоборот, Коран во многих аятах призывает нам призадуматься. «Вафи залика ля аят», и в этом есть знамение «ля кауми я'килун», для тех, которые уразумеют, которые умеют думать. Поэтому Аллах говорит «Ваятафаккарун»,
которые размышляют в чем? Фи халки самавати валь ард, в сотворении небес и земли. То есть мусульманин должен, он размышляет, машаллах, вот это небо, вот это звезды, вот это суратуль мульк прочитайте, сурат Табарак, да? Посмотри, найдешь ли ты какой-либо изъян? Вот где? Вот гипсокартон положили, можно найти много изъянов. Обои поклеить, найдем. И натяжной потолок найдем. А вы в небесах попробуйте найти один изъян, один недостаток. А второе, что сказал сурат Табарак? И вернется ваш взор уставшим. Все, он не сможет найти. И Аллах говорит, а потом еще раз верни. Еще раз посмотри, не найдешь. Поэтому Аллах говорит, и они размышляют сотворение небес и земли. И вот это размышление, результат этого размышления, они обращаются к Аллаху. Раббана, ма халакта хаза батиля. Они говорят, о наш Господь, и не создал ты всего этого понапрасну. То есть без причины. Ничто не может быть у Аллаха без причины. Все имеет свою мудрость. Все имеет свою миссию. Если где-то мы видим какую-то птицу, значит, эта птица несет какую-то миссию. Так ведь? Значит, у нее какая-то обязанность. Если мы видим какой-то сорняк, который, казалось бы, даже затрудняет нам жизнь, если Аллах его создал, то этот сорняк, он тоже нужен. Если мы видим муха или там комар, да, значит, он несет какую-то миссию. Поэтому вот это размышление над сотворением небес и земли приводит нас к выводу. Раббана, о наш Господь, ма халакта хаза батиля. Ты не создал этого всего понапрасну. Все, во всем есть мудрость Аллаха. Во всем есть знание Аллаха. И субханака, и ты пречист от всех недостатков. Что-то понапрасну, что-то ненужное Аллах не может создать, потому что Он мудрый. Он мудрый. Мы с вами много занимаемся ерундой. Так ведь? Мы с вами делаем ненужное движение, потом понимаем, что этого не нужно было делать. Аллах, субханак, ты пречист от всех недостатков. Юнус алейхиссалям, когда каялся, он что сказал? Субхана. Аллах, не в тебе вина, не в тебе недостаток. Ты пречист от всех недостатков. Инни кунту минал залимин. Это я был из числа беззаконников. Поэтому вот это размышление, да, должно привести нас к выводу, что Аллах, Он мудрый. Мы должны во всем видеть величие Аллаха, потому что солнце – это знамение Аллаха. Вот никто из нас не видел, может быть, там, знаменитых художников, да, но когда мы видим, какой он пейзаж нарисовал, мы примерно смотрим, его талант видим, да, никто не видел там инженеров, например, там концерна Mercedes, Toyota, да, но судя по их продукту, мы можем определить, что вот японцы, они умеют делать машины, да, немцы, они умеют, может быть, мы никогда немцев не видели, или японцев, да, но мы по их товарам, по их продуктам, да, по их произведениям мы можем узнать, где их сильные моменты, где слабые. Вот то же самое. Никто не может увидеть Аллаха. Никто. Некоторые говорят же, вот покажи мне Аллаха. А кто ты такой? Кто ты такой, чтобы увидеть Аллаха? Вот ты уверовай в Него, да? Ты всю жизнь живи по Его канонам, и у тебя будет уникальный шанс, в раю увидеть Его. Альхамдулилля. Поэтому у каждого есть шанс увидеть. Но здесь, а кто ты такой, чтобы Аллаха видеть? Да? Поэтому субханак, ты пречист от всех недостатков, факина гадабан нар, и спаси нас от наказания ада. Раббана, иннака ман тудхилин нара, факад ахзайта, о наш Господь, воистину, кого ты ввел, кого ты введешь в ад, факад ахзайта, то есть он будет опозорен. Это будет позор, хуже позора не может быть, да? Вама лидзалимина мин ансар, и нет помощников кому? Беззаконникам. Раббана, никто не может их спасти. Раббана, иннана сами'на мунадиян юнади лил иман, о наш Господь, воистину мы услышали призыв
глашатая, то есть призыв призывающего нашего пророка Мухаммада, который призывает к чему? Юнади лиль иман, который призывает к вере, ан амину би раббикум, и говорит: уверуйте в вашего Господа, фа аманна, и мы, говорит, уверовали в Него. Мы уверовали в Тебя. Раббана, о наш Господь, фагфир лана дунубана, прости нам наши грехи. Вот человек пришел к вере, и он услышал призыв пророка Мухаммада, чтобы мы уверовали в нашего Господа, и мы уверовали, и сразу идет за верой что? Мы просим у Аллаха прощения. Фагфир лана дунубана, о Аллах, прости нам наши грехи. Вакаффир анна сайяатина, и отпусти нам наши прегрешения. Ватаваффана магад абрар, и дай нам возможность умереть с благочестивыми. С благочестивыми. Ватаваффана магад абрар. Сурат Аль-Имран, 190-193 аят. Вот, то есть истигфар, просьба о прощении за наши грехи, это свойство кого? Улюль альбаб, обладатели разума. Вахаля та'аля, также Всевышний говорит: «Вассабирин, вассадикин, валканитин, вальмунфикин». Вассабирин, ассабирин, проявляющие терпение, терпеливый. Ассадик, вассадикин. Вассадикин, тугурлар, то есть садикин, праведные. Валканитин, то есть смиренно выстаивающие свои молитвы. Валь-мунфикин, которые тратят на пути Аллаха. Валь-мустагфирина биль-асхар, и те, кто просят прощения у Аллаха биль-асхар, во время сухура, то есть перед рассветом. Сурат Аль-Имран, 17 аят. То есть вот здесь тоже Аллах Та'аля описывает своих праведных рабов и в конце говорит, что они просят у Аллаха прощения перед рассветом. И вот в книге Аль-Адкар, то есть в книге Зикров, мы видим слова поминания Аллаха, которыми обращался к Аллаху пророк, алейхиссаляту вассалям, и наш пророк, алейхиссаляту вассалям, он научил нас, призвал нас, чтобы во время тахаджуда, в ночных стояниях, мы обращались к нему с этими мольбами. И вот здесь мы видим после восхваления Всевышнего Аллаха, после прославления Его, мы видим, как пророк, алейхиссаляту вассалям, просил у него прощения. То есть вот как раз в то время, когда принимаются наши дуа, когда милость Аллаха особенно к нам близка, пророк, алейхиссаляту вассалям, научил нас просить у него прощения. Ибн Габбас, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Ида кама минал лейли ятахаджад», когда пророк, посланник Аллаха, выстаивал ночные молитвы в тахаджуде, он говорил: «Аллахумма лакаль хам, о Аллах, хвала тебе, лакаль хам, анта каййиму самавати валь арды ва ман фихинна». Воистину ты блюститель небес, держитель небес и земли, ва ман фихинна, и всего того, что между ними. Валакаль хам, хвала тебе, лака мульку самавати валь арды ва ман фихинна, и тебе принадлежат как небеса, земля и все, что между ними. Потому что все, что существует, все это царствие Всевышнего Аллаха. Это имущество Всевышнего Аллаха. Валякаль хамд, хвала тебе. Анта нуру самавати валь ард, ты свет небес и земли. Ваман фихинна, и всего, что между ними. Валякаль хамд, хвала тебе. Анта малику самавати валь ард, ты царь, властелин, владыка небес и земли. Ваман фихинна, и всего, что между ними. Валякаль хамд, и хвала тебе. Анталь хак, ты являешься истиной. Вава'дукаль хак, и твое обещание истина. Валикаука хак, и встреча с тобой истина, что мы когда-нибудь встретимся с ним, предстанем перед ним. Валикаука хак, встреча с тобой истина. Вакаулюка хак, и твои слова истина.
Твое слово истина. Валь джаннату хак. И рай истина. Ван нару хак. И ад истина. Ван набиюна хак. И все пророки истина. Ва Мухаммадун, саллаллаху алейхи вассалям, хак. И твой пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тоже истина. Ва саату хак. И час, то есть речь идет о судном дне. Истина. Аллахумма лака аслам. И посланник Аллаха продолжал говорить: о Аллах, лака аслямту, тебе я предался. То есть покорился перед тобой. Вабика амант, и в тебя я уверовал. Ва алейка таваккальт, и тебе я уповаю. Ва илейка анабту, перед тобой я раскаиваюсь. Вабика хасамту, и ради тебя я вхожу в спор, то есть ради тебя, твоим именем. Ва илейка хакамту, и к тебе я иду на суд, чтобы ты нас рассудил. Анта раббуна, ты наш Господь. Ва илейка аль-масир, и к тебе наше возвращение. Вот после этих слов восхваления, когда мы обращаемся к Аллаху, когда мы ищем милости Аллаха, через слова восхваления, прославления, посланник Аллаха начинает просить у него прощения. Фагфирли, о Аллах, прости мне. Ма каддамту ва ма аххарту, то есть то, что я тогда еще сделал, и то, что я сделал потом, все прегрешения. Ва ма асрарту, и то, что я сокрыл, то, что я сделал в тайне. Ва ма а'ланту, и то, что я совершил явно. Анталь мукаддиму, ты тот, кто выдвигает вперед. Ва анталь муаххир, и ты тот, кто отодвигает. Анта иляхи, ты мой Бог. То есть ты тот, кому я поклоняюсь. Ля иляха илля ант, и нет достойного поклонения, кроме тебя. Валя иляха гайру, и нет иляха Бога, кроме тебя. Ля валя хауля валя кувата илля билля, и нет ни силы, ни мощи, кроме как у тебя. Вот эти слова в сборнике имама Аль-Бухари, также Муслима, также в ряде сборников других мухаддисов мы находим этот хадис. Вот, машаллах, вот в книге Дуа валь-Адкар эта молитва, она есть. И вот, альхамдулилля, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, во время тахаджуда он призывал нас просить у него прощения. Идем дальше. Следующая причина, следующий пункт. Даже в судный день, когда люди пройдут через ангела смерти, уже ангел смерти позади, когда люди пройдут могилу, когда люди предстанут перед Аллахом, и Аллах одарит их светом, то есть если Аллах кого-то одарит светом, машаллах, это уже благая весть, так ведь? И вот даже тогда они будут просить у Аллаха прощения. Вот даже когда получат свет от Аллаха, когда от них будет исходить свет, они будут просить у Аллаха прощения. И вот Всевышний сказал, сурату Тахрим, 8 аят: «Я айюхаллазина аману, тубу илаллахи таубатан насуха». Вот те, которые уверовали, тубу илаллах, покайтесь, кайтесь перед Аллахом, таубатан насуха, то есть искренним покаянием. Аса раббукум ан юкаффира анкум сайяатикум, и быть может, если вы покаетесь искренне, быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения, ва юдхилькум джаннат, и введет Он вас в райские сады, таджри мин тахтихал анхар, где текут райские реки. Яума ла юхзиллаха ан-набiyя валладина аману, и в тот день Всевышний Аллах не опозорит пророка, валладина аману ма'аху, и тех, которые уверовали с ним, нурухум, и вот мы дошли до света, их свет нурухум, яс'a байна айдихим, то есть исходит байна айдихим, то есть впереди них свет, ваби айманихим, и справа от них свет, и они говорят, яхулун, раббана, о наш Господь, атмим ляна нурана, сделай наш свет нам сполна, вагфир ляна, и прости нас.
иннака аля кулли шайин кадир, ибо ты способен над всякой вещью. Сура Ат-Тахрим, 8 аят. Поэтому даже в судный день, когда они получат свет, когда Аллах Тааля не опозорит, не будет позорить своего пророка и тех, которые уверовали с ним, они будут просить у Аллаха что? Прощение за их грехи. И следующий пункт. И тот, кто сочтет магфира, прощение за ложью, кто скажет, что нет прощения, не существует, Аллах не примет его заступничество в судный день. От Абу Дарда, ради Аллаху анху, который сказал: «Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якуль», я слышал, как посланник Аллаха говорил: «Инна ла'анина ла якунуна шухада валя шуфаа яум аль-кияма». Воистину, те, кто проклинают других, проклинающие, они не будут в судный день ни свидетелями, ни заступниками за людей. То есть они не смогут быть. Аллах лишит их и свидетельства, и заступничества за людей в судный день. То есть тот, кто проклинает других в этой жизни, Аллах лишит его. Он не сможет за кого-то заступаться в судный день. И он не сможет за кого-то свидетельствовать. И вот почему Аллах Тааля не даст возможность этим людям свидетельствовать в судный день за кого-то. Почему? Вот мусульмане, верующие, они будут в судный день свидетельствовать за своих братьев. Они будут свидетельствовать, что он, машаллах, совершал благие дела. Они будут свидетельствовать, что он жил достойной жизнью. Они будут свидетельствовать, что он боялся Аллаха, любил Аллаха и его посланника. То есть это свидетельство одного мусульманина за другого. Почему Аллах лишит тех, которые проклинают других, свидетельства? Потому что они в других, они не видят блага. Они же проклинают их. Как они могут видеть благо? Поэтому они не смогут быть свидетелями. А почему они не смогут быть заступниками? Потому что они просят у Аллаха. То есть что такое проклятие? Когда ты просишь у Аллаха, чтобы Аллах лишил его милости. А как ты можешь заступаться за кого-то в судный день, чтобы Аллах простил ему грехи, чтобы Аллах ввел его в райские сады, если ты просил у Аллаха, чтобы Аллах лишил его этого рая, чтобы Аллах лишил его своей милости. Поэтому ученые говорят, что вот по этой причине, что он не может желать для них рая, не может для них желать прощения. Поэтому Аллах не будет давать ему возможность заступаться за других. И как передает Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, это слова Анас ибн Малик, он говорит: «Ман кадзаба биш-шафаати фалейса лаху фиха насиб». И тот, кто считает, что шафаа, заступничество, ложь, то ему и не будет заступничества. То есть из-за него не будут заступаться. Идем дальше. Ат-тасдик биль-магфира ши'ару ахли суннати валь-джамаа. Подтверждение того, что Аллах прощающий, и что грехи прощаются, это знамя, которое несут ахли сунна валь-джамаа. То есть именно качество ахли сунна валь-джамаа в том, что они веруют, что Аллах прощающий. А ахлюль бид'а, то есть люди, которые ушли от истины, они несут с собой знамя, что магфира, то есть прощение Аллаха должен. И здесь речь идет о ком? В первую очередь это хаваридж, это хариджиты. Это хариджиты, которые отрицают, что Аллах прощающий. То есть, когда какой-либо мусульманин, мы знаем по акиде хариджитов, да, что если какой-либо мусульманин совершит какое-либо запрещенное дело, кабаир, то есть харамное дело, они выводят его из ислама. Они говорят, что это куфр. А ахлю сунна валь джамаа говорит, да, что это мусульманин, что он остается мусульманином, что и он грешный мусульманин. И вот как мы находим шарх ат-Тахауи, имам Тахауи, акида ат-Тахауия, это асас ахлю сунна, то есть это основа ахлю сунна, мы знаем, да, и вот он говорит:
«Ахлюль кабаир мин уммати Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям финнар ла юхалладун». То есть те мусульмане из числа уммы пророка Мухаммада, если они совершают большие грехи, они окажутся в аду. Финнар ла юхалладун, но не навечно. Не вечно. То есть Аллах Тааля, Он может наказать их, а может и простить. Мы знаем, да? Аллах Тааля, Он может ввести их в ад, наказать их, очистить от грехов. И дамату вахум муахиду, но здесь есть условия. Если они умрут, будучи кем? Единобожниками. То есть, если они будут поклоняться единому Аллаху, если они будут совершать ширк, то они не смогут быть мусульманами. Так ли? И поэтому для них, какие бы дела они ни творили, для них не будет рая, потому что они многобожники. Но если он умер, будучи единобожником, но у него были какие-то грехи, он не останется в аду навеки. Поэтому, и это есть отпор словам кого? Аль-Хавариджа валь-Мухтазиля. Хариджитов и мухтазилитов. Потому что они утверждали, это их акида, битахлид ахлиль кабаир финнар. Они говорили, что те, кто совершают большие грехи, харамы, любой харам, да, может быть, мусульманин ошибся, он совершил, воровство, может, совершил, да, если может совершить и зина, ласах, да, но это не значит, что он впал в неверие, куфр. И они говорят, что человек, который совершает большой грех, они выводят его за рамки ислама, и они говорят, что он вечно останется в аду. Вечно останется. Лакин хаваридж такуль битакфирихим. Хариджиты выводят его за рамки ислама. То есть любой совершенный грех выводит тебя за рамки ислама. Все, ты кафир. Все, ты кафир. Там никакого прощения, никакого покаяния. Да? И валь-мухтазиля бихуруджихим миналь иман. Но мухтазилиты тоже выводят из имана, и они говорят «вабидухулихим ля бидухулихим фил куфр». Они говорят, что они выходят из ислама, но не входят в куфр. То есть получается байна манзилятайн. То есть они находятся между иманом и куфром. Они и не мусульмане, и не кафиры. Но они не мусульмане. Ну вот так у них акида, да? Байна манзилятайн. И Ахлю сунна валь джамаа, мы знаем, что любой совершенный грех, да, это влечет за собой наказание Всевышнего Аллаха, но если человек умер, поклоняясь единому Аллаху, да, и не предавал к нему никого в сотоварищи, Аллах Тааля рано или поздно простит ему грехи и ведет его в райские сады. Поэтому мы, мусульмане, всегда должны просить прощения за наших умерших братьев, сестер, бабушек, дедушек, если они были в исламе, альхамдулилля, если они не поклонялись другим помимо Аллаха, мы должны просить за них прощения, потому что Аллах прощающий. Идем дальше. Шугулу салихин аль-истигфар акибат тагат ва фи кулли хин. И праведные люди, они всегда просили у Аллаха прощения после совершения благих дел. После совершения какого-либо благого дела они просили у Аллаха прощения. И имам Ибн Аль-Каим рахимахуллах говорит, что знающие и понимающие величие Всевышнего Аллаха, они больше всех просили у Аллаха прощения. То есть, чем больше у тебя знания, да, чем больше у тебя богобоязненность, тем больше ты просишь у Аллаха прощения. Казалось бы, да, у него благих дел больше, чем у нас. И ему можно просить у Аллаха прощения меньше, чем мы. Нет. Чем твое сердце ближе к Аллаху, чем твое сердце больше понимает величие Аллаха, и чем больше в твоем сердце таква, богобоязненность, чем лучше у тебя дела, тем больше ты будешь просить у Аллаха прощения за свои грехи. Потому что зрение у тебя, тем лучше. Почему многие люди, когда им начинаешь объяснять, да, вот грехи, надо покаяться, многие люди не понимают этого. Ну как, говорят, а какие у меня грехи? Я никого не убиваю, у нас стандартный набор отмазок, да?
Если воруют, там только колхозные воры, говорит, один бывает. Да, если пью, говорит, что я никого не бью, нет, 100 грамм выпил и сплю, нормально, говорит, бабушку не трогаю, все, он ангел, так говорит? Вот. Нет, у них зрение, грехи закрыли их глаза, они не видят уже. Они не видят своих грехов, поэтому, чтобы увидеть свой грех, машаллах, это надо много трудиться. Если кто-нибудь из вас начнет видеть свои грехи, да, машаллах, вы благодарите Аллаха, значит, Он вам немножко раскрыл ваше зрение. Или очки вам дал. Это милость Аллаха, милость Аллаха. И вот эти богобоязненные, именно праведные рабы Аллаха, это сподвижники, это ученые наши, да, машаллах, они после каждого благого дела они просили у Аллаха прощения. Потому что они понимали, что вот это дело, даже если оно совершено, в этом деле очень много недостатков. Он не смог это сделать наилучшим образом. И много у него недостатков. И они понимали величие Аллаха, и они понимали ничтожность своего дела. Ничтожность. И что по сравнению с величием Аллаха, с милостью Аллаха по отношению к нам, то, что Он совершает, это так мало. Это вот так мало. Вот, понимаете, когда вот человек что-либо совершает, Джумбака на садака крапсалам, пятницу, да, нашел время, машаллах, машаллах. Я не осуждаю их. Да, это хорошо. Пусть с чего-то начнет, да, с чего-то начнет, да. Он пришел, что-то дал мечети, кому-то помог, и у него внутри появляется какая-то гордыня. Шайтан его начинает ласкать. Вот ты молодец, вот так никто не может, только ты, да. И он думает, что вот он лучше всех. И он думает, что если сейчас он у Аллаха попросит, Аллах вот обязан его принять это. Понимаете? Это болезнь. Это ауджиб. Это болезнь, которая называется ауджиб. Да? И мы всегда должны понимать, что величие Аллаха, что милость Аллаха, она безгранична. И то, что мы сделали что-то такое маленькое, да, это никак, Аллах не... Некоторые думают, что вот Аллах перед ним дал, да? Он дал садаха нам, да, он так прямо думает. Это заблуждение, дорогие братья. И вот именно ученые, именно вот эти праведники, когда совершали какие-либо дела, они не гордились этим. Они, наоборот, им было стыдно за то, что они совершили это, но в этом деле у них очень много недостатков. И поэтому они просили у Аллаха прощения. И почему вот Всевышний Аллах, когда мы завершаем хадж, не завершаем еще хадж, то есть самый важный момент хаджа, это Арафа, да? Когда ты вот выстоял день Арафа, вот когда ты целый день стоял на Арафа и просил у Аллаха дуа, прощения, слова восхваления целый день. И вот когда ты возвращаешься с Арафа, Аллах Та'аля говорит, «Фаида афоттум мин арафатин», и когда вы возвращаетесь с Арафата, «Фадкуруллах айндаль маш'ар аль-харам», поминайте Аллаха, айндаль маш'ар аль-харам, то есть маш'ар аль-харам, Муздалифа. Поминайте Аллаха Муздалифа. «Вадкуруху кама хадакум», и поминайте Его, потому что Он вас наставил на верный путь. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قِبَلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, потому что до этого, مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, потому что до этого вы были в явном заблуждении. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسِ, потом же отправляйтесь туда, куда отправляются люди, وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ, и просите у Аллаха прощения. Просите у Аллаха прощения. «Инна Аллаха гафур рахим», воистину Аллах прощающий и милостивый. То есть вот мы завершаем хадж, и Аллах Тааля говорит, гордитесь. Да? Хаджи булдам, ты уже хаджи, да? Аллах говорит, проси прощения. Проси прощения, потому что, как бы мы ни старались, да, совершить хадж должным образом мы не сможем. У нас очень много будет недостатков. Очень много недостатков. Да? Даже если мы все сделаем от нас возможное, да, но это не стоит, это не равносильно величию и милости Аллаха. Поэтому мы все равно перед Ним долгу. Поэтому Аллах говорит, просить у Аллаха прощения. И также Всевышний говорит, «Валь мустагфирина биль асхар», Суратуль Аймран, 17 аят, и просят прощения перед рассветом. И вот, разъясняя этот аят, Хасан аль-Басри, рахимахуллах, говорит, «Мадду салята иля сахар».
То есть они всю ночь выстаивали молитву, пока не пришел рассвет. Пока не пришло вот это время сухура, да? Thumma джаласу. Потом, когда приходило время уже вот сухура, они останавливались. То есть они оставляли молитву, они садились и ястагфирун Аллаха азза ва джаль, и они начали просить у Аллаха прощения. Вот как же так? Они всю ночь выстаивали намаз, да? Всю ночь они выстаивали намаз, а потом они завершали этот намаз, и что делали? Они начали просить у Аллаха прощения. Потому что сколько бы они перед Аллахом не выстаивали, да, мы не сможем вернуть то, что Аллах нам дал. Мы не сможем должным образом почитать Аллаха. Поэтому они, праведники, после совершения каких-либо благих дел, они просили у Аллаха прощения. И как мы находим в сборнике Сахих, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда говорил слова приветствия во время намаза, ну про это мы с вами говорили, да, он 3 раза истагфара талятан, то есть когда он говорил слова приветствия, ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах, то есть выходил из молитвы, из состояния намаза, он 3 раза просил у Аллаха прощения. Потом говорил: Аллахумма анта салям, ва минка салям, табаракта я даль джаляли валь икрам. Поэтому вот это дуа, этот зикр, вот то, что 3 раза просил прощения, мы с вами про это уже говорили, да? То есть, когда ты совершаешь намаз ради довольства Аллаха, ты просишь после завершения, 3 раза просишь у Аллаха прощения за те недостатки, которые были у тебя во время намаза. Поэтому после того, как мы даем салям, мы не ликуем, да? Мы не прыгаем от радости, да? Мы благодарим Аллаха за то счастье, которое Он нам дает, несмотря на наши грехи, да? Он все время дает нам возможность, машаллах, выстаивать намаз, но мы должны понимать, что тот намаз, который мы с вами совершили, да, там очень много недостатков. Очень много недостатков, поэтому мы после завершения намаза, мы сразу начинаем просить у Аллаха прощения, чтобы Он простил нам. Также, еще один пример, Всевышний повелел своему пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он делал истигфар, чтобы он просил прощения после завершения пророчества. То есть, когда пришло завершение, время завершения пророчества, когда уже кончина пророка, алейхиссалату вассалям, приближалась, Всевышний Аллах призвал его, чтобы он начал больше просить у Аллаха прощения. И доказательство этому сурат Ан-Наср, 1-3 аяты. «Ида джаа насруллахи валь фатх», когда придет помощь от Аллаха и победа, «Вараита наса ядхулуна фи диниллахи афваджа», и ты увидишь, как люди толпами будут приходить в эту религию. «Фасаббих бихамди раббика», то есть восхваляй своего Господа, «Вастагфирху», и проси у Него прощения, «Иннаху кана таваба», воистину Он принимает покаяние. Сурат Ан-Наср, 1-3 аят. И вот здесь, когда Аллах не спаслал эту суру, Умар и Ибн Аббас, радиаллаху анхум, они поняли, что близится кончина пророка, алейхиссалату вассалям, что близится конец пророчества. Потому что они понимали, что после завершения величайших дел Аллах всегда призывал их просить прощения. Вот когда они поняли, «Фасаббих бихамди раббика вастагфир», восхваляй своего Господа хвалой и проси у Него прощения, когда они услышали эти слова, они поняли, что конец близок, что пророчество скоро закончится. И вот, «Камакана хатимату салату валь хаджи ва кияму лейль», так же, как и было завершение хаджа, Аллах Та'аля повелел нам просить прощения, также завершение намаза и кияму лейль, ночных выстаиваний. Поэтому, и даже во время, когда мы делаем омовение, имам Тирмизи
передает нам хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который призвал нас после завершения омовения, говорит: «Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ан», то есть пречисты, о Аллах, и Тебя мы восхваляем, ашхаду, я свидетельствую, ан ла иляха илля ан, что нет божества достойного поклонения, кроме Тебя, астагфирука, я прошу у Тебя прощения, ва атубу илейк, и каюсь перед Тобой, Аллахумма джигальни минат таввабина, ва джигальни миналь мутатахирин. О Аллах, сделай меня из числа кающихся и из числа очищающихся. То есть этот хадис мы находим в сборнике имам Тирмизи. Некоторые мухаддисы назвали этот хадис достоверным. Поэтому вот чем больше ты приближаешься к милости Аллаха, чем больше ты познаешь величие Аллаха, тем больше ты начинаешь понимать свое ничтожество, свою слабость, и ты больше начинаешь просить у Аллаха прощения за свои грехи. И некоторые, имам Ибн Каим продолжает, некоторые знающие, они говорили, когда ты начинаешь довольствоваться своим нафсом, то есть ты совершил какое-либо дело, машаллах, какой ты хороший у нас, да? И вот когда ты начинаешь довольствоваться самим собой и своим каким-либо делом, которое ты совершил ради Аллаха, знай, аннаху гайру радин бихи. Знай, что Аллах недоволен тобой и этим делом. Еще раз повторяю. Ибн Каим говорит, некоторые знающие говорили, каждый раз, когда ты начинаешь довольствоваться собой и тем делом, которое ты совершил ради Аллаха, знай, что Аллах недоволен тобой и недоволен твоим этим делом. Почему? Потому что وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ نَفْسَهُ مَأْوَى كُلِّ غَيْبٍ وَشَرٍ. И каждый раз, и кто знает, и кто будет понимать, что его нафс, что вот это я, да, мое большое я, эго, это пристанище всех недостатков и всех злодеяний. Кто будет знать это, Аллах будет этим человеком доволен. Поэтому каждый раз, когда в нас появляется вот это довольство самим собой, да, машаллах, вот как я, машаллах, я вот тахаджуд сегодня совершил, машаллах, какой я хороший, да, или там, машаллах, я вот садаха дал, да, вот каждый раз, когда появляется это довольство самим собой, мы должны понимать, что появляется что? Недовольство Аллаха. Поэтому человек должен знать, что нафс – это пристанище всех недостатков и злодеяний. И завершаем абзац уже молитвой. «Фая афуун афуука». Вот тот, кто прощает, мы просим у тебя прощения. «Айнда сакарати афуука». Мы просим у тебя прощения, когда придет к нам агония смерти. «Ва айндаль мамати афуука». И мы просим у тебя прощения при смерти, когда мы будем находиться при смерти. «Ва фил кубури афуика». Мы просим у тебя прощения, когда мы будем находиться в могилах. «Вафиль арасати афука». Мы просим у тебя прощения, когда мы предстанем в судный день перед тобой. «Ва'инда татаюри сухуф афука». И когда перед нами раскроют книги наших дел, писания с нашими делами, мы просим у тебя прощения. «Ва'индаль мизани афука». И мы просим у тебя прощения, когда установят перед нами весы, мизан. وعند العرض عفوك وعند الصراط عفوك دائما وأبدا مع كل نفس وفي كل حين يعفوك عفوك. И мы просим у тебя прощения, когда мы будем переходить через сирот, через мост, всегда مع كل نفس, то есть во время каждого вдоха и выдоха мы просим у тебя прощения, ибо ты прощающий. Вот это немножко достоинства. Мы с вами прошли достоинство, превосходство магфира. И, иншаллах, если будет на то воля Аллаха, со следующего урока уже будем конкретно останавливаться на асбаб аль-магфира, причины прощения грехов. Я
по-моему, вам говорил, что после каждого урока мы с вами будем какой-нибудь дуа вспоминать, дуа или зикр с просьбой о прощении. Но сегодня этот зикр уже был, можете найти эти слова в книгах Адкар. И, по-моему, в крепость верующего есть этот зикр, он должен быть. Поищите, а иншаллах на следующем уроке какой-нибудь другой зикр вспомним, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. И этот зикр тоже не забывайте. После каждого маджлиса. Кафаратун маджлис. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.